Сегодня, благодаря имени Рамзана Кадырова, благодаря имени чеченец, которое мы восславили веками, сегодня по-доброму, вот сегодня был Балканский саммит, и все смотрели глазами надежд на Россию в лице чеченских мусульман, потому что там назревает очень большая мусульманская, исламская или межцивилизационная проблема. И к кому обращаются? Обращаются к нам. Так если к нам обращаются за этим вопросом, если имя чеченец сегодня по-разному оно звучит, но нигде оно не звучит мелко, согласитесь. Мелко оно не звучит нигде. Да, нам приписывают много чего того, что мы не делали. И мы хороши, бываем очень часто. Любим где-то пострелять, любим где-то пошуметь, да? Не все это сейчас понимают. Да, был царский конвой, были охранники царя, их 7 человек было прописано у Бенкендорфа. Я сам видел это штатное расписание, чеченцев 7 человек. И вот они сидели где-то в закутке, очень громко гуляли, эти горцы, охранники царя. В это время проходящие мимо петербуржцы говорили: тихо, а что такое? Горцы гуляют. Все понимание, что они гуляют, но завтра они пойдут рисковать своей жизнью, закрывая собой великого самодержца, все великие малые белые России, да? Впереди все. Сейчас вы должны это реноме поддержать на этих просторах, в этих городах. Вы должны гордиться тем, что саблею своею, в те времена, когда была измена, буквально это уже смутное время, когда собственные бояре, создав в Тушино этот воровской город, предали своего царя. Единственный народ, который оставался ему быть верным и оставался в союзнических, так сказать, рамках, это был чеченский народ. Мы с вами, вот главный посыл теперь, да? Обладатели такой истории, люди, которые сегодня приходят и говорят слово «я». За словом «я» должна стоять мощная духовная культура, должна стоять история, которую своим поведением вы должны демонстрировать на этих великих просторах России. Чтобы о нас не подумали, что эти гордые витязи, эти рыцари, что они настолько обмельчали, что могут где-нибудь там по пустякам драться в дискотеках. Что могут заниматься непонятно чем. Какой-нибудь наркоманией или мелкой преступностью. У нас великая страна. Великая страна. И наша с вами страна, которая получила свое начало еще с 9 века от Киево-Новгородской Руси до необъятной Российской Федерации сегодня, создавалась не только русским народом далеко. Она создавалась всеми нами. В муках, в борьбе, в горе, в радости. Она создавалась в гармонии азана и православной службы в разных храмах, где молились о жизнях мусульман и христиан, жизнях людей, которые были гражданами этой великой страны. Поэтому наша с вами задача все это очень понимать, пропустить это через себя и понять, что лицо Чеченской Республики сегодня это вы. И если вы это лицо покажете достойно, то о наших с вами предках будут вспоминать не с недоумением. Вот, смотрите, вот они были такие, а эти вот какие-то вот другие. Вот чтобы этого не было, нужно, чтобы о нас говорили. Посмотрите вот на этих ребят, на Ису, на Махмуда, на Рамзана, на Резвана, на Хасана. Посмотрите, как четко они несут это великое знамя славы и мужества чеченского народа. Как они прекрасно его несут, как крепко они держат это древко. Вот те люди, на которых мы должны сегодня равняться. Я это услышал в свой адрес, когда, если кто помнит, видел, недавно буквально выступил в храме Христа Спасителя, в самом большом православном храме, наверное, в мире, перед русским народом, перед священниками, перед представителями государственной власти. И когда я понял, что меня услышали, я поблагодарил всех присутствующих. Это, наверное,
впервые там прозвучал аят из Корана, и впервые там звучали имена истинных чеченских героев, которые покрыли себя неувидаемой славой. Я от всего сердца, от всей души хочу поблагодарить вас за то, что вы оставили кто-то бизнес, кто-то службу, кто-то учебу, кто-то еще какие-то занятия и приехали послушать меня, человека, который приехал издалека, которого в принципе можно было бы и не слушать. Но спасибо вам огромное, что вы подтвердили свое реноме чеченца, потому что при этой прекрасной русской женщине мне сегодня приятно присутствовать, осознавая вот эту огромную, мощную, истинную чеченскую воинскую поддержку, которую вы мне оказали своему многословному и очень болтливому министру. Да, Бертки.